В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Развитие туризма в регионе получило новый стимул к расширению своей деятельности с введением антироссийских санкций. Туроператоры Якутии объединились в свою ассоциацию. Для чего образована новая общественная организация и какую пользу может принести желающим заняться турбизнесом, расскажет гость студии Михаил Местников, директор ООО «Ин-Якутия». Михаил Иванович, здравствуйте. День добрый, да. Давайте начнем нашу беседу с того, что вы расскажете, какую пользу в целом может принести Ассоциация туриндустрии Якутии. Так, это совершенно новая ассоциация, которая объединяет представителей туристической индустрии республики. Это туроператоры, это транспортники, это турбазы и многие другие. Мы задумали так-то давно создать эту ассоциацию, так как необходимость была очень высокая в этом. Приняли решение осенью прошлого года, но так получилось, что это у нас с документами, оформлением документов затянулось, и где-то мы регистрацию прошли в феврале. А кто может попасть в вашу ассоциацию? Все, кто причастен к нашему бизнесу, нашей деятельности. Давайте подробнее, может быть, раскроем этот вопрос. Это владельцы каких-то турбаз, это местные туроператоры, люди, которые занимаются непосредственно туризмом в республике. Ну, в данный момент у нас 304 заявок. Объединились в основном это турбазы, туроператоры и транспортники, да. И в нашей ассоциации есть также ассоциация малых народностей Республики Саха, ну, у которых тоже есть вид деятельности как туризм. Ну, они так-то это вот не очень в этом продвинуты, и ну, они ищут пользу нашей ассоциации. То есть ваша ассоциация еще призвана помочь неразвитым туроператорам? Да. Угу. А в целом еще давайте поговорим о том, какие задачи призвана решить данная ассоциация. Ну, это, во-первых, объединение всех представителей туриндустрии, ну, те, которые хотят, да, с нами работать. И потом общими усилиями продвигаться в другие рынки. Ну и, конечно, помощь друг другу. Это не только юридическое, но и в экономическом направлении можно. Михаил Иванович, в нашей республике, в нашем регионе уже создана ассоциация гостеприимства, которая объединила ресторатов и ательеров. Будет ли использован их положительный опыт деятельности в данной ассоциации? Мы с ними в очень хороших отношениях, с Татьяной Тамыровой, которая является идеологом этой ассоциации, да, основателем и как бы самым таким аккумулятором, ну, двигателем. И мы с ними вместе работаем, но у них именно ресторанский бизнес, ательеры, и они направлены на туристические базы, ну, на именно принятие гостей, это домов, это ну, именно вот те, которые связаны с ночевками, с питанием в этих турбазах. Наша деятельность это более широкая, она вот охватывает более такой вот, ну, туристическое направленность. Турбаза же это база, которая это объединяет, то есть является центром всего, да, и оттуда мы делаем туры, ну, разные направления. Ну, то есть вы все равно непосредственно работаете в паре, ведь в турбазе есть отель и ресторан, и вы работаете вместе, сообща. Да. А сколько на сегодня предприятий в Якутии, которые так или иначе связаны с предоставлением туристических услуг? Это турбазы, какие еще предприятия туда входят? Ну, основные, те, которые всех объединяют, это туроператоры, их на сегодняшний день, по-моему, 27 по республике. И турбаз намного больше, по-моему, несколько сотен. Вот, например, недавно, на прошлой неделе, был туристический форум
В Амгинском улусе там они говорили, что у них только в районе 25 турбаз. А вот как раз давайте на этом месте остановимся. В каком регионе охотнее всего турбазы откликнулись и взялись за процветание своего дела? По опыту скажу, это начинателем был Аймякон. Это с 90-х годов, когда туда пошел иностранный турист, и там стали создаваться первые туристические базы, которые стали принимать таких важных туристов, которые это имеют спрос, то есть спрос более качественным, да, обслуживания. Потом, как заработал маршрут зимние Ленинские столбы, заработали маршруты на Турухая, Курулур, Булус. И очень сильно привлекся к этому Хангаласский улус. Сейчас там, по-моему, самый такой бум, центр нашей туризмной республики в этом улусе. Ну и туристы, сами знаете, да, вот как лето, жара, люди едут нескончаемый поток в Амгу, это сподвигнуло к тому, чтобы там создавать организованный туризм, и постепенно стали появляться эти базы. А расскажите, насколько сложно или легко сегодня организовать предприятие по оказанию таких услуг? Есть очень такие для турбаз, есть сложности по переводу земель, сельскохозяйственных и лесных угодий. Там они встречают большие трудности в создании, чтобы это построить базу, да. По поводу туроператоров, там нужен, видимо, опыт, да. Вот я, например, сам пришел со спортивного туризма, у меня было хобби, свой опыт, да, и для меня более легко получилось. А вот для тех, которые не имели отношения к туризму и задумали только начать, для них, конечно, это много нового, им труднее. А с кем все-таки будут работать, чтобы облегчить свою работу? Это, возможно, муниципальные какие-то образования, законодательство, министерство предпринимательства? У нас министерство очень хорошо помогает в этом, помогает мой бизнес внутри министерства, да, такое юридическое образование, помогает агентство по развитию туризма, и помогают наши ассоциации в этом. А ваша ассоциация уже наладила какие-то контакты с другими ассоциациями, может быть, из других регионов нашей России, Дальневосточного федерального округа? С кем-то вы сотрудничаете уже? Пока только начали, а таких юридических подписанных документов пока нету. И все-таки мы уже разговаривали большую часть нашего диалога про туристические базы, маршруты. Расскажите, что может предложить сегодня туриндустрия нашего региона своим потенциальным гостям? И есть ли поле для дальнейшего роста и развития? Я могу рассказать на примере моего предприятия, это Якутия. Вчера отправилась группа в Аллаиху, это Киселях и на тундре. Группа приехала с Москвы, летом приедут еще люди туда. Завтра отправится группа Сунтар-Хайтай, это Аймякон на водопады. Потом 10-го отправится группа на Синюю, группа отправится на затерянный мир Индигирки, это Монский улус. И в данный момент тоже находятся группы на реке Синяя. И потом летом будут туры по Амге, по Толбе. Будут туры в Южной Якутии на рыбалку. Люди будут приезжать на рыбалку на Таймене. Это конкретно по моему предприятию, да. В основном летом большое количество людей приезжает именно на Ленинские столбы. Местный турист ездит на Амгу. В этом духе. Да.
А хватает ли нашим туроператорам профессионального мастерства? И что ваша ассоциация планирует сделать для развития, для повышения мастерства, уровня? Ну, я тоже это, опять же, я других не очень хорошо знаю, да, поэтому, основываясь на своем опыте, скажу, что это у нас в данный момент работает около 20 инструкторов-проводников. Мы их готовим в Новосибирской школе спортивного туризма. Ну, теорию получают там, а практику проходит у нас. То есть это люди профессионально подготовленные. Ну, наша цель, задача – это обслужить людей качественно, надежно, гарантировать все это, да, качество, надежность, безопасность. Конечно, это Якутия очень большая, да, тут наших кадров очень катастрофически не хватает, чтобы все охватить. Вот в этом направлении будем работать и, ну, в дальнейшем создать в планах свою школу якутского туризма, так как Якутия, она имеет свои особенности, это самый суровый край на нашей планете, и поэтому тут нужна особая такая вот специфическая подготовка людей, кадров. Михаил Иванович, спасибо вам большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем процветания вашей ассоциации, и пусть турбизнес в нашем регионе расцветает. Спасибо вам большое. Спасибо. Но я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.